Из Enterprise. С вами вновь Сибдейтом с уроками хакасского языка. Урок 3. Мы продолжаем тему фундаментальной основы изучения хакасского языка. И на третьем уроке мы немного поговорим о хакасских звуках и буквах, о хакасском алфавите. Что здесь нужно понимать? Конечно, каждый язык проще всего изучать в сравнении, но ясно, что мы сейчас даем видеоуроки на русском языке, и поэтому уместно сравнение с русским алфавитом и с русским языком. Это естественно. И, конечно, сравнивая с русским языком, нужно отметить, что в хакасском языке всего 6 отличительных букв. Заметьте, я акцент делаю на слове букв, а не звуков. В русском языке 33 буквы, ну и в хакасском языке их 39. Давайте я тут сейчас обращусь прямо к Википедии, потому что там эта информация она адекватная. И на сегодняшний день хакасский алфавит выглядит следующим образом. По начертанию здесь у меня претензий нет, кроме вот этого случая буквы Ж, хвостик он должен быть повернут вовне, а не вовнутрь. Ну и вот таким образом, какие же отличительные звуки есть в хакасском языке? 3 гласных и 3 согласных. Выдыхательное Ж. Вот эти вот 6 звуков, 6 букв. Но хочу сделать одно небольшое замечание. К сожалению, в хакасском алфавите, на мой взгляд, не отражен еще один звук, не отражена одна буква. Этот звук, он в наличии реально есть, и это можем увидеть, например, в 2 словах, да, вот 2 слова. Они пишутся совершенно идентично. Харга, слышите, да, харга, последний звук. И харга, вот этот звук это не а, это совершенно другой звук. Или харга, харга это ворона, харга снегу. Смотрите, пишется совершенно одинаково, но произносится по-разному. И вот этот звук харга, его в алфавите, к сожалению, нету. И я считаю, что по идее в хакасском языке должно быть 40 букв и 40 звуков. Но, к сожалению, пока современная хакасская лингвистика еще не пришла, возможно, к единому мнению, поэтому у нас пока остается положение таково, какое оно есть сейчас. Мы же будем упирать на сегодняшнее положение. Но всегда помните, что в хакасском языке есть звук вот этот а. Это видно и, допустим, чисто в хакасском слове, вот, да, хабарлар. Вот смотрите, хабарлар, хабар, да, хабар. И это совершенно смыслоразличительный звук. И поэтому я считаю, что есть смысл его обозначить отдельно. Ну так вот, мы коротко сейчас, совершенно коротко ознакомились с хакасскими звуками. Ну, о других звуках я не имею смысла, нет смысла говорить. Почему? Потому что вы знаете русский язык и А, Б. Давайте я назову их А, Б, В, Г, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, Эй, И, К, Л, М, Н, Н, О, И, П, Р, С, Т, У, Ю, Ф, Х, Ц, Ч, Ж, Ш, Щ, твердый знак, мягкий знак, Ю, Я. Ну, в исконно хакасских языках некоторых звуков не было. Ну,
Вы знаете, сегодняшний хакасский менталитет уже не различает, допустим, что в хакасском языке раньше не было звука F, да, но вот это было, ну, моя бабушка, к примеру, она не могла произнести букву F, и, к примеру, слово Российская Федерация, федерация, она бы точно произнесла бы как федерация, да, то есть F на P. Я тут, конечно, немножко иронизирую, но это в реальности действительно так. И хакасского, то есть в раннем хакасском языке это было непроизносимо. Но сейчас хакасский язык этого уже не различает. То есть для меня это не вызывает никаких сложностей, поэтому я как бы на это сейчас не упираю, упор не делаю. Почему? Потому что наше сознание воспринимает свои звуки как уже родные. Даже F у меня не вызывает какого-то сопротивления. Почему? Потому что в хакасском языке очень много русской лексики. Вот вопрос в этом. Ну вот, с вами был Сибдей Том со звуками хакасского языка. Пишите комментарии под этим видео, делайте замечания, делайте предложения. До следующего видеоурока. Сибдей Том.